Доброе утро, дорогая церковь, драгоценные наши гости, которые сегодня первый раз пришли в нашу церковь. Мы приветствуем вас и принимаем Божьей любовью. Слава Богу, что вы этим утром пришли в Дом Божий, потому что, как мы считаем, Дом Божий, церковь – это самое такое место защищенное, благословенное, где есть мир Божий, где есть принятие спокойствия. Какие бы мы ни были, какими бы недостатками, Господь нас принимает такими, какие мы есть. И мы призваны, чтобы славить Его, чтобы благодарить Его, чтобы притянуть небеса на землю. И давайте, драгоценные, сегодня встанем на свои святые ноги, будем благодарить Его, будем воспевать Ему всем сердцем, всей своей душой. Пусть вторые небеса, которые находятся над этими небесами, они говорят, как воск прямо. Пусть они растают от нашей хвалы, от нашего благодарения. И пусть слава Божья, она наполнит эту церковь. Пусть слава Божья наполнит наши сердца. Давайте воскликнем Ему «Аллилуйя», потому что Он достоин всей хвалы и всей чести. Давайте во имя Иисуса Христа да будет открыты наши сердца, наши уста, чтобы прославлять Его, воспевать об Его величии, о Его любви. Да будет Он прославлен в наших сердцах, в наших домах, в нашей жизни и во всем, что мы видим. Аминь. Воскликну аллилуйя в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя, вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя, мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя, за нас воюют небеса. Воскликну аллилуйя в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя, вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя, мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя, за нас воюют небеса. Я буду петь среди шторма и волн, громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Воскликну аллилуйя, славит все внутри меня. Воскликну аллилуйя, и прочь уйдут сомнения.
дегеннен қалан болар. Менің ағым ұрғары татуға, күзге да күзге айқалы күндері бар. Үлінеттен әрелім тілі біден, тілі бідін әліні көйбіда. Улымын аллилуйя, Дуға мені өткіді. Улымын аллилуйя, қараңғы күнге тодар. Улымын аллилуйя, етегіттен келер. Улымын аллилуйя, етегінен қалан болар. Менің ұрғары татуға, күзге да күзге айқалы күндері бар. Күлінеттен әрелім тілі біден, тілі бідін өліні көйбіда. Я буду петь среди шторма и волн, громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя, Ты победил смерть, воскресший наш царь. Возглашаю громче, 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 возглашаю громче. В присутствии врагов моих возглашаю громче. И вижу я, как тьма бежит, возглашаю громче. Мое оружие хвала, возглашаю громче. За нас воюют небеса, я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя, Ты победил смерть, воскресший наш царь. Я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя, Ты победил смерть, воскресший наш царь. Воскликну аллилуйя, 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 воскликну аллилуйя. Аллилуйя, воскликнем! Благо, благо, благодать, Он мой Отец решил мне дать. Это все из-за Иисуса, я буду петь и танцевать. Благо, благо, благодать, Он мой Отец решил мне дать. Это все из-за Иисуса, я буду петь и танцевать. Незаслуженно прощен, незаслуженно спасен, незаслуженно любим, потому что я твой сын. Незаслуженно прощен, незаслуженно спасен, незаслуженно любим, потому что я твой сын.
танцевать. Сходит, сходит благодать. Я буду петь и танцевать. Сходит, сходит благодать. О, 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 благодать. Благодать. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господь, за Твою благодать в каждом дне. Аллилуйя!
Напои меня живою водой, утоли жажду мою, я хочу нырнуть с головой в глубокие воды твои, я хочу нырнуть с головой в глубокие воды твои. Напои, Господь, жаждущие сердца, о, излейся в славе своей, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Наш Бог великий. Аминь. Давайте еще больше будем открывать свои сердца, прославлять и хвалить Его. Ведь Он достоин всей славы. Великий Бог, Твое присутствие хотим, великий Бог. Перед Тобою мы стоим, великий Бог, и простираем руки наши в небеса. Мы жаждем, великий Бог, поставь печать в наших сердцах рукой своей. Хотим напиться живой воды Твоей. О, мы жаждем Тебя. Превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес. Превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес. Великий Бог, безмерною любовью возлюбивший нас, своей великой жертвой вдохновивший нас. О, мы жаждем, великий Бог, поставь печать в наших сердцах рукой своей. Хотим напиться живой воды Твоей. О, мы жаждем, мы жаждем Тебя. Превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес. Превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес. Мы превозносим Тебя. Мы превозносим Тебя. Мы превозносим Тебя. Святой Господь, мы превозносим Тебя. Мы превозносим Тебя.
Мы славим имя Твое, Господь, превыше небес. Превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим. Мы славим имя Твое, Господь, превыше небес. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя. Святой Господь, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя. Святой Господь. Великий Бог, мы превозносим Твое имя. В глубины вод меня призвал Ты, мне не пройти их без Тебя. Но вера крепнет в океанах, там явишь мне, Господь, себя. Я имя Бог Твое зову, и взгляд я свой на Тебя смещу. Душе моей Ты дашь покой на время путь, ведь я в Тебе, а Ты во мне. Больше благодати, рукой своей меня спасешь. Где страх объявлен, нет опоры, Ты не подводил и не подведешь. Я имя Бог Твое зову, и взгляд я свой на Тебя смещу. Душе моей Ты дашь покой на время путь, ведь я в Тебе, а Ты во мне. Безгранично доверяюсь Духу Бога, пусть ведет меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Безгранично доверяюсь Духу Бога,
сведет меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Безгранично доверяюсь Духу Бога, пусть ведет меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Безгранично доверяюсь Духу Бога, сведет меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Я имя Бог Твое зову, и взгляд я свой на Тебя смещу. Душе моей Ты дашь покой на время бурь, ведь я в Тебе, а Ты во мне. Дорогая церковь, это правильно, когда мы начинаем свой день с того, что превозносим имя Божье. Мы призваны славословить, мы призваны преклоняться и возвеличивать Его. И что бы ни случилось в нашей жизни, какая бы тьма ни придавила, какие бы шторма вокруг не были, мы должны славить того, кто есть Творец, пред которым все открыто и ничто не сокрыто. И так поступая, мы говорим, что мы доверяем Тебе, великий Бог. Мы просто доверяем Тебе, и мы в Твоих руках. И поэтому я говорю, дорогие, давайте мы все вместе хотя бы руками своими воздадим славу Божью и голосами. Он достоин. Он достоин. И сейчас мы вместе, как церковь, помолимся. Мы приходим к такому Богу, великому, чудному, всемогущему, всесильному, вездесущему. Богу, для которого нет ничего трудного и невозможного. Богу, который любит миловать, который человеколюбивый, который благой, который верный, который истинный. Мы приходим к такому Богу, к своему Отцу, своему Господу и Спасителю. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем предстоять пред Тобою как церковь, что Ты слышишь наши молитвы, что Ты открыл нам вход в святое святых, и что прямо сейчас мы стоим у престола Твоей благодати и милости и можем возложить все заботы на Тебя. Мы благодарим Тебя, Господи, за этот день, который Ты сотворил. Мы благодарим Тебя, Господи, за благодать в этом дне для каждого из нас. Благодарим Тебя за это здание, Господь, которое Ты нам дал. Благодарим Тебя за каждого брата и сестру, которых Ты привел сюда, Господь, в эту семью Божью.
Благодарим Тебя за новых братьев и сестер, которые сегодня пришли, Господи, в этот дом Божий. Благодарим Тебя, Господи, что Ты для каждого имеешь слово. Для каждого у Тебя есть ответ. Слава Тебе и хвала за это. И, Господь, мы прямо сейчас отдаем Тебе каждую свою нужду. Кто что имеет, просто по вере сложите у ног Божьих. Ибо это Его Слово. Господь, приди в каждую ситуацию. Только Ты знаешь, кто каким путем проходит. Но мы верим, Господи, что Ты держишь за правую руку каждого. Приди, Господи. Там, где Ты, там победа. Там, где Ты, там есть свет. Там, где Ты, там есть жизнь, Господи. И мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты указал нам единственно верный путь. И мы пошли правильным путем, Господи, в ту дверь, которую Ты открываешь. Благодарим Тебя, Господи, что это и Твоя воля. И сейчас, Господь, мы также благодарим Тебя за служителей в этой церкви. Благодарим Тебя, Господь, за пастора, за тех, которые, Господь, не покладая рук, служат деткам, Господь, и служителям Слова, Господь, и те, которые, Господь, убираются, чтобы Дом Божий был чист. Благодарим Тебя за наше прославление, Господь, за каждого человека, кто что-то взял ответственность. Благодарим Тебя, Господь, за тех, которые возрастают, которые спрашивают, где им служить. Благодарим, Господь, что Ты работаешь с каждым сердцем. И прямо сейчас, Господь, мы приходим к Тебе, как к Богу мира, Богу шалома. Мы также молимся, Господь, за мир. Мы молимся за мир, Господь, на всей земле. Но прежде всего мы молимся за мир там, где мы живем, за мир в России, за мир в Украине. По милости Твоей, Господи, да сократятся дни войны. Сократи, Господи, сократи во имя Иисуса Христа. Мы также молимся, Господь, за мир в Израиле, в Иерусалиме, и говорим: мир Тебе, земля святая, земля возлюбленная Богом, мир Тебе, Иерусалим, и да будет благоденствие в чертогах Твоих, и всякое орудие, сделано против Твоего народа, да не будет успешно по слову Твоему. Господи, мы молимся, чтобы Ты хранил, так же, как Ты хранил до сего дня, чтобы небесным куполом железным Ты накрыл, Господь, покрыл эту землю. Господь, да мы также молимся за невинных людей на Ближних Востоках. Господи, сохрани каждую душу, и ангелов своих пошли, чтобы охраняли, потому что Твое сердце, Господь, оно болеет за каждого, потому что Твое сердце умещает каждого из нас. И Ты заплатил цену, Господь, и искупил все человечество. Господи, мы просим Тебя, чтобы Твоя совершенная воля как можно быстрее свершилась на этой земле. А мы, Боже, даем обещание Тебе молиться, уповать на Тебя, доверять Тебе, Господи, что Ты дашь мир. Господи, что Ты дашь эту победу долгожданную. Мы доверяем Тебе, Господи, прославляем, величаем Тебя, Господи, и славим Тебя за все. И да будет Тебе вся слава, честь и хвала. Аминь. Слава Богу! А теперь будем молиться за наших детей. Дети, подростки и дети, которые еще пока не родились, но у них началась жизнь. Просим сюда с мамочками выйти, чтобы получить благословение от Господа. Слава Богу! Скоро наших детей будет еще больше. Они будут подниматься на сцену, и до края сцены будет наполняться детьми, народом Божьим. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою великую милость, что Твой народ, он распространяется, он умножается и наполняет землю. Спасибо Тебе, Господь, за каждого из этих детей, Господь, чья судьба в Твоих руках. Это наше будущее,
это наше настоящее, Господь, и те люди, которые будут управлять, Господь, и влиять на этот мир, Господь, пусть из них поднимутся влиятельные мужи Божьи, влиятельные жены Божьи во имя Иисуса Христа. И каждый, он уже сейчас есть личность в Твоих глазах, и мы видим их как больших людей, Господь, которые могут своими молитвами, своими провозглашениями, Словом Божьим менять свое окружение и этот мир, в котором они находятся. Вы можете, дети, возлагать свои руки на своих братьев, сестер, на своих мам и пап, и уже молиться за исцеление, потому что Господь говорит, что эта власть дана каждому уверовавшему в Иисуса Христа. Мы благословляем вас умом Христовым, потому что Господь наполнил ваш разум своим разумом. В вашем сердце бьется сила любви Божией, ибо оно имеет вмещать все трудности, все проблемы, которые только есть на этом свете. Вам стоит только провозглашать Слово Божие, и оно станет, как однажды Бог сказал, да будет свет. Мы благословляем вас, чтобы вы были светом в тех местах, где вы находитесь, в своих классах. Вы стоите на самой большой ступеньке духовного мира, рядом с Богом. Вы народ Божий. У вас есть прекрасное будущее, и вы не должны верить плохим словам, которые могут слетать в ваши уши откуда бы то ни было, потому что это ложь дьявола. Вы есть прекрасное наследие Бога. Вы есть будущее этого мира, который сделает этот мир прекрасным. И мы благословляем вас здоровьем, чтобы иммунитет у вас был, как у Иисуса Христа, потому что в вас течет кровь Иисуса Христа. Ранами Иисуса вы исцелены от всякой немощи, от всякой болезни. Вы сверхъестественные дети. Если болезнь придет, вы скажете: «Уйди, болезнь, именем Иисуса я исцелен или исцелена», и она отступит во имя Иисуса Христа. Мы благословляем вас радостью, потому что Бог очень много раз говорит в Библии: «Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь». Вы верите этому? Аминь, да. Мы все верим, что Бог наш Бог радости. Будьте благословенны, наши дети. Молитесь, провозглашайте. И пусть во всем вашей жизни будет победа, во всех сферах вашей жизни. И мы благословляем тех, кто трудится в воскресной школе, наших дорогих учителей, которые готовят занятия каждое воскресенье. Мы их благословляем любовью Божией, миром, чтобы они вам несли свет Божий, чтобы они открывали вам то, что мы еще не знаем. Пусть Господь будет двигаться через них в вашей жизни могущественным образом. Будьте благословенны, дети, и мы сейчас молимся за тех матерей, которые ожидают детей. Они уже есть в вашей жизни, и примите их с верой, любите их той любовью, которую вам Бог дарует, потому что Бог, Он есть Бог сверхъестественного. Да будет прославлено имя Его в нашей жизни. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Будьте благословенны, дети. Дорогая церковь, перед тем, как вручить микрофон проповеднику, у нас есть добрая традиция здороваться, приветствовать, благословлять друг друга, говорить благие слова. Давайте возьмем 3 минуты и сделаем это, добрую традицию. Подходите минимум 2-3 человекам и скажите добрые слова. Привет, Семен. Благословен. Ой.
Слава Богу, замечательно. Мы все уже знакомы друг с другом, и это очень радует. Мы семья Божья. Аллилуйя. И теперь я должна не забыть сказать одну часть нашего служения – это приношение десятин в Божий дом. Потому что нас государство не обеспечивает, нам не выделяются какие-то финансы, церковь сама себя строит, с Божьей помощью, с Божьего благословения. И есть откровение среди христиан, среди нас, что мы должны приносить десятины, потому что наш обеспечитель Бог. И вот все, что мы видим, тепло, уют, это все собрано вашими силами, вашей любовью и вашими стараниями. И слава Богу за то, что Господь, любящий и заботливый Бог, дает нам каждому возможность иметь финансы. Мы благодарим Господа за работы, за какие-то социальные выплаты, какие-то блага, которые есть в нашей жизни. Пусть оно будет приумножаться, пусть Господь будет даровать вам, как дальше развивать ваш бизнес, как строить ваши дела. Пусть на вашем пути встречаются хорошие, мотивированные люди, которые могут поддерживать как команду, как предприятие, как организация. И пусть пределы Господа на этой земле распространяются. И мы просим Бога, чтобы Господь дал нам мудрости и совет между друг другом, чтобы правильно распоряжаться этими деньгами, чтобы они приносили добро, чтобы они имели силу приумножаться и распространяться во славу Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Есть этот номер, также карточки можете отправить. И сейчас я попрошу вашего внимания. Я благословляю ваши уши, чтобы они были открыты, чтобы двери сердец ваши тоже были открыты. Внимайте Слову Господа. Господь сегодня приготовил вам послание, каждому. И мы благословляем, чтобы каждый получил то, в чем нуждается. И я попрошу Саву Савича Парфенова поделиться словом. Встречайте, Сава Савич. Добрый день, братья и сестры. Слава Богу. Познакомимся. Меня зовут Сава. Многие из вас знают, но некоторые, наверное, не знают. Слава Господу. Я пришел к Богу в 93-м году. Был фестиваль Иисуса. Слава Господу. Я был довольно ищущий человек. Я был жаждущий. Я думал, что в этом мире не так-то все просто. Должно быть что-то, кроме вот этой нашей обыденности. И знаете, мы с сестрой очень ищущие люди были. И слава Богу, когда я один раз вышел из автобуса, я увидел плакаты «Иисус жив», «Господь, Он исцеляет, освобождает, спасает». И там были вот эти плакаты Карл Густав Северин, и был фестиваль Иисуса. И, может быть, кто был на фестивале Иисуса тогда? О, слава Господу, слава Богу. Аллилуйя. И вот в 93-м году вот так началась церковь, и я вошел в эту церковь, я принял спасение. Знаете, у меня были большие, духовная опустошенность, и я сильно жаждал, и, знаете, Господь действовал в моей жизни, Он призывал меня, но, с другой стороны, было очень сильное обличение в моей жизни. Знаете, я не был бандитом каким-то там, наркоманом, алкоголиком, я не был таким, но внутри все равно был этот грех, знаете, пустота, опустошенность, и дело почти дошло до, знаете, я хотел даже наложить на себя руки, вот до такой степени. То есть Дух Святой меня очень сильно обличал. Но слава Господу, слава Богу, благодати Божией есть им то, что есть им. Господь явился мне тогда и сказал: довольно для тебя благодати Твоей. И знаете, с тех пор моя жизнь потихоньку начала все лучше. Слава Господу.
И для меня честь, спасибо пастору Алексею, спасибо вам, что вы как бы вот так радушно приняли. Знаете, с 93-го года я сразу начал активно в церкви как бы служить. Я был звукооператором, слава Богу, звукооператоры, я ваш коллега, слава Богу. И был и организатором, и всем, кем только я не был. Слава Господу. В 2005 году Господь призвал меня быть служителем Слова. И Он отправил меня в деревню Бердиестях, может, слышали, знаете. И там я служил, получается, 12 лет. Моя супруга Ольга, она вместе со мной верно, знаете, тоже служила со мной. Она вместе так же сильно была в служении прославления, и даже она проповедовала Слово Божие. Спасибо Господу за мою драгоценную супругу. Знаете, у меня 2 детей, да, и драгоценная супруга, слава Господу. Господь, Он благой Господь, слава Богу. В 2017 году мы переехали в Якутск, и вот нынче мы пришли к вам, слава Господу. Аллилуйя. Слава Богу. Чудесно. Пусть Господь благословит. И тогда у меня проповедь называется «Я есмь истинная виноградная лоза». Аминь. Скажите, истинная виноградная лоза. Истинная виноградная лоза. Знаете, в эти дни как бы пришло понимание, откровение, что ли, да, более глубокое, да, что Господь наш, Он Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Иисус Христос, Он такой же Господь великий, равномогущественный, как и наш Отец Небесный. И Дух Святой тоже Господин Дух Святой, Бог Дух Святой. Аминь. И иногда я руки поднимаю, говорю: Господин Дух Святой, просто двигайся. Господин Бог, обращайся к Духу Святому. И мы верим в Отца, Сына и Святого Духа. И знаете, сейчас много нападков как бы вот на самый центр нашей веры, на доктрину о триединстве Бога. Аминь. И знаете, может быть, вы в Библии так и нет этого слова. Если вы внимательно изучали, то нет такого слова «триединый Бог», «триединый». Есть немножко похожее как бы в послании к Ефесянам, да, там, или в Иоанна, да, что сии 3 свидетельствуют на земле, да, там вода, и сии 3 свидетельствуют на небе: Отец, Сын и Дух. Аминь. И сии 3 суть едино написано. То есть, по сути, одно. Аминь. Знаете, нету конкретного слова, но есть вот эта вот идея, она есть в Библии. Аминь. И причем с самого начала. Аминь. Что Бог, Он одновременно, Он един, и в то же время есть Он в 3 ипостасях: Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Если мы скажем, Бог единственный, без 3 личностей, мы станем мусульманами просто. Они верят только в одного Бога. И они часто нас, христиан, как говорят, они обличают, говорят: вы многобожники. Но мы не многобожники. Аминь. Смотрите, книга Бытие, 1 главу, давайте посмотрим. Бытие, 1 главу, 1 стих, с самого 1 стиха. Бог уже вот этот дает, как бы, может быть, не так уж и заметно для невнимательного читателя, но там уже заложено, что Бог, Он в 3 личностях. Читаем: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Знаете, слово «Бог» тут как бы в нашем русском языке в единственном числе, но если посмотреть оригинал, там написано «Элохим». На иврите, на древнееврейском как бы языке «Элохим». Буквально, если вот буквально переводить, то будет звучать так: «Вначале сотворил боги небо и землю».
Ну, кто-то скажет, ну, это, наверное, он Бог с ангелами, как бы так, ну, решил как бы сотворить небо и землю. Но вот теологи, которые внимательно изучают, там Бог не с ангелами, Он какая-то личность божества, да, общается не с тварной, не с творением. Ангелы тоже творение Божие, но с тем, кто равноправен, равновеличествен. Аминь. Боги. И тут тоже указывается по крайней мере, не один. Боги — это множественное число. Аминь. И вы можете заметить, что тут же в этой главе, 26 стих, да, сотворим, написано, человека по образу своему, по образу нашему написано. Аминь. Слава Господу. Мы верим в триединство Божие. Аминь. Знаете, это чудесно, что Бог Отец, Сын и Дух Святой, это первая общность, что ли, да? Это первое общество. Аминь. Мы верим, что Бог есть любовь, написано, да? Бог есть любовь. Аминь. Если бы был Бог один, единственный, без трех личностей, то, знаете, вот я любовь. Я любовь. А кого любить? Я сам себя люблю, получается, да? Что это напоминает? Это больше напоминает эгоизм какой-то, да? Когда я сам себя люблю, я Бог и сам себя люблю. Любовь, знаете, она всегда кому-то направлена. Она имеет направление. Аминь. И написано, что Отец любит Сына Своего, Сын любит Отца. Аминь. И между Троицей вот это вот первое общество, я бы так сказал, первичное общество – Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И Бог призвал вот это общение. Знаете, общение, оно всегда между кем-то. Аминь. А общение с самим собой, это немножко выглядит странно. Согласитесь, да? А общение всегда подразумевает, что ты с кем-то общаешься. С тем, кто как бы независим от тебя. Аминь. Если я буду общаться с самим собой, люди подумают, что-то не то. Аминь. Но я с кем-то общаюсь. Аминь. И Иоанн пишет, что мы имеем общение с Отцом, Сыном и Святым Духом, и мы приглашаем вас в свое общение. Слава Господу! Слава Господу! И эта цель, вообще, человека. Аминь. Прийти в это общение Духа Святого. Аминь. Слава Господу. Бог, Он наш чудесный. Слава Господу. Знаете, в любой профессии, да, есть своя терминология. Согласитесь. Аминь. В любой науке есть терминология. Например, в сфере высоких технологий слово «байт» есть. Может, слышали такое слово? Файл. Молодое поколение сразу понимает, о чем это. Там гигабайт. Зачем эти термины? Для того, чтобы вот этим одним словом можно было гигабайт, это означает там много-много нулей и единичек, это сколько-то там миллиардов нулей и единичек. Знаете, это очень неудобно. А сказали 10 гигабайтов. Я сегодня флешку принес, там сколько-то мегабайт презентация. Аминь. И очень просто и емко, и так и должно быть. Согласитесь? Аминь. И вот точно так же можно сказать, что наше христианство, это точно так же теология, она то же самое имеет свои терминологии. И триединый Бог – это точно такой же термин, который очень удобен. Аминь. Можно целую проповедь говорить о триединстве, но можно сказать, если вы поняли, если мы понимаем, мы говорим триединый Бог, мы сразу поняли. Аминь или не аминь? Аминь. Это одна из причин. Мы говорим, почему-то против триединства такие большие нападки, а почему слово теология используете, например, да? Вы же используете слово теология. Или там экклезиология, да?
Да? Мы же используем эти слова. Или там сатериология, какие-то библейские слова мы почему-то используем, а триединством, вот тут. Почему вы придумываете такие слова? Некоторые нападают просто на триединство. Но, слава Богу, оно есть. Знаете, идея, она всегда есть. Может быть, терминов нету, но идея есть. Идея триединого Бога, она по всей Библии. Она по всей Библии есть. Аминь. Аминь. Слава Господу. От начала и до конца. Мы верим в Отца, Сына и Святого Духа. Аллилуйя. Но сегодня я хотел, проповедь назвал «Истинная виноградная лоза». Истинная виноградная лоза. Давайте откроем Библию, Иоанна 15 главу. Евангелие Иоанна 15 глава. Слава Господу. Чудесно. Давайте почитаем. «Я истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую ветвь у меня, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, и такие вещи собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Аминь. Остановимся как бы вот так, на этом месте. Слава Господу. Вот это вот пример, который Иисус принес, это я считаю, что очень емко, всеобъемлюще, можно так сказать, Бог заключил в этой притче все желание Божье от начала Библии до конца. Знаете, Бог решил обрести человека. Аминь. Он сотворил, во-первых, человека. Но мало, Он хочет через человека выразить себя во всей вселенной. Аминь. И вся Библия сводится к этому, что Бог с самого начала, это сердечное Его желание, обрести человека и через человека быть выраженным, распространенным, проявленным на земле и даже во всей вселенной, наверное. Аминь. Аминь. В этой маленькой притче заключена вся Библия, да я бы сказал. Аминь. Слава Господу. Давайте знаете, я некоторые ключевые, мне кажется, ключевые моменты я постараюсь передать вам. Во-первых, давайте следующий слайд сделаем. Начнем с виноградаря, да? Виноградарь. Хотя тут написано, я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Почему-то можно было сказать все-таки с Отца начать, Отец виноградарь, а я истинная виноградная лоза, но впереди стоит, Иисус сказал, что я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь, потому что Иисус Христос, Он центр нашей веры. Аминь. Но поэтому Он вперед. Но по логике вещей можно сказать, что Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец представлен в виде виноградаря. Аминь. Виноградарь – это тот, кто, знаете, начинатель. Он источник. Да? Он решил насадить виноград. Фермер, да? Он решил насадить виноград. Знаете, это его идея. Бог Отец, Он с самого начала, да? Я тут написал источник, начинатель, божественный план, вечный замысел. То есть Бог
извечный, это Его вечный план. То, что мы сейчас вместе сидим, то, что мы пришли к Богу, это был извечный план из вечности. Аминь. И мы пришли, наконец-то мы пришли в какой-то год. Я пришел в 93 году. Каждый из нас в свое время, в свое божественное время мы вдруг услышали, да, и мы пришли к Нему. И это не мы пришли к Нему, Он нас привлек. Аминь. Не мы такие хорошие. Он вложил желание в нас. Аминь или не аминь? Мы откликнулись просто. Мы услышали Евангелие. Аминь. И что-то в нашем сердце ёкнуло. Что-то не то. Так. Что-то истину говорит человек. Внутри у нас как бы звоночек есть, да? Внутри у нас звоночек. Аминь. То, что ложно, оно сразу как бы ты чувствуешь внутри. Но когда первый раз, когда я услышал Евангелие, внутри сразу, вот она. Вот что я искал с самого начала. Аминь. Аминь или не аминь? И это был вечный план Божий. Бог начинатель. Он начальник, Он источник. Знаете, Бог есть любовь. Знаете, самый, вот если поймем, что вот я до сих пор как бы, да, Господь, я хочу понять Тебя, Господь, я хочу познать Тебя. Ты есть любовь. Если я научусь любить, я познал Тебя. Аминь. Знаете, любовь – это источник всего, даже жизни. Аминь. Источник жизни – это любовь. Аминь. Из любви возникла жизнь. Аминь. Бог есть любовь. Аминь. Отец, который есть любовь, Он решил. Аминь. И появилась жизнь. Жизнь. Аминь. Жизнь – это выражение любви. Аминь. Аминь. Но источник – это любовь. Можно сказать, что свет, да? Бог как свет, да? Бог Отец, Он как солнце. Как солнце. Но от солнца идут что? Лучи идут. Лучи. Можно сказать, что это как пример просто. Как пример того, как Троица, как Бог, триединый Бог достигает на твоего сердца. Аминь. Солнышко светит. Аминь. От солнца идут лучи. И в конце концов ты чувствуешь тепло. Аминь. Или растение, оно без солнца оно не будет расти. Аминь. Солнце – источник всего. Аминь. Когда-то я работал там в институте, и они, там ученые люди говорят, ну все от солнышка зависит, все от солнышка. И ветер, и все. И море как движется там, и как растения растут. И все от нашего солнышка зависит. Аминь. То же самое можно сказать, Бог Отец, Он источник всего. Слава Господу, Он начинатель. Да? От Него все начинается. Аллилуйя. Он основатель. Угу. Аллилуйя. Слава Господу. Знаете, и все, что Он имеет Отец, да? Все, что имеет Отец, Он воплощает в кого? В Сына. Сына. Мы подходим к следующему. Давайте следующий слайд сделаем. Лоза. Знаете, Отец, Он насадил вот это вот виноградник. И мы в каком лет 5 назад мы отдыхали там в Крыму. Мы видели вот виноградные вот эти вот плантации. Много-много там винограда. И знаете, они не такие высокие, как бы. Они даже меньше могут быть и человеческого роста. Угу. И там винограды растут. Аллилуйя. И тут на рисунке виноград. Аллилуйя. Смотрите. И как он говорит, я истинная виноградная лоза. Я верю в древо жизни, оно есть, наверное, это виноградная лоза. Аминь. Вы читали книгу «Бытие», да? Во 2 главе Бог насадил древо жизни, да? И древо жизни символизирует Бога как жизнь. Скажите, Бог как жизнь. Самое главное, все крутится вокруг жизни. Аминь. Самое ценное, что мы имеем, это жизнь. Аминь. И у нас есть жизнь нашего тела, да? Аминь.
Это как называется по-гречески? Биос. Да? У нас есть жизнь нашего, внутри нашей души, вот это наше мышление, мы что-то чувствуем, у нас есть эмоции. Как это называется? Жизнь психи. Психология от этого как бы происходит слово. И также высшая, наивысшая жизнь, она называется жизнь в духе, и это жизнь Зоя. Может, кто-то, у вас имя Зоя чудесное. У кого есть имя Зоя, это чудесное имя. Означает Божья, божественная жизнь, жизнь высшего порядка. Аминь. И вот эту жизнь мы должны культивировать. Вот эта жизнь, она должна в нас возрастать. Как и любая другая жизнь, она имеет тенденцию возрастать или угасать. Аминь. Как наше тело, оно было маленьким, мы родились, да, но мы росли. Вот то же самое. Духовная жизнь, она должна расти в нас. Аминь. Это самое, о чем мы должны заботиться. Аминь. Духовная жизнь. И знаете, есть рост в жизни. Бог хочет, чтобы мы росли не просто в познании какой-то информации. Библия это, знаете, Библия может просто стать как книга информации. Просто как справочник ты читаешь. Мало, толку мало. Мы не только должны расти, как справочник читать Библию. Мы должны расти из этих слов жизни, мы должны расти в жизни. Аминь. Наша духовная жизнь, она должна возрастать. Аминь. И это факт, и это не что-то такое абстрактное, это очень практичное и реальное, которое мы применяем каждую жизнь. И знаете, мы с этой жизнью сталкиваемся каждый день. Аминь. Аминь. Что-то внутри живое есть, согласитесь. Когда мы приняли Иисуса Христа, что-то в нас начало, как-то жизнь поменялась. Аминь. У меня кардинально поменялось. В 93 году, как я только принял Иисуса Христа как свою жизнь, моя старая жизнь ушла, началась новая жизнь. Аминь. И Библия говорит, итак, кто во Христе, тот новая тварь, новое творение, новая жизнь началась. Аминь. Божественное семя, она проникла в наши сердца. Да? Мы услышали Евангелие, и божественное семя, слово жизни, оно проникло в нас. Оно посадилось в нас. Аминь. Аминь. И слава Богу, теперь вот это божественное семя, оно начало произрастать. Оно вначале незаметно. Знаете, Бог, Он очень таинственный Бог. Он не как дьявол, который приходит и просто, знаете, нахрапом, да? Бог очень таинственный. И мы до конца, мы всю жизнь будем познавать Господа. Аминь. Но в нас посеялось что-то живое. Аминь. И вот эта жизнь, она ведет нас. Аминь. Вы должны прислушиваться к этой жизни внутри нас. Аминь. На самом деле вот эта жизнь, она принесла вас сюда. И меня сюда привезла. Аминь. Мы, знаете, недавно ездили с братьями, в поселок Вилюйск. Слава Богу, мы познакомились там с братьями, сестрами. Чудесная церковь. Молодцы. И знаете, как только брат предложил мне, давай поедем. И внутри меня, хоп, жизнь, которая внутри меня сказала, да, давай. Это хороший момент как бы. Аминь. И вот таким образом что-то внутреннее, внутри что-то тебя ведет. Аминь. Прислушивайся к своему сердцу. Прислушивайся всегда. Оно истинно, оно подлинно. Это не какие-то там сказки там или что. Аминь. Это что-то настоящее, реальное. Оно более реальное, чем мы вместе. Аминь. Аминь. Мы должны прислушиваться, мы должны научиться быть водимым вот этим внутренним направлением, внутренним, то, что Бог внутри нас, Он постоянно нас корректирует, направляет. И Он иногда говорит, стоп, аминь. Внутри ты чувствуешь, стоп. Ты хочешь говорить, а внутри говорит, нет, стоп, стой. И ты замолкаешь. Аминь.
И это не водительство такое, это не свод правил каких-то. Аминь. Это внутреннее водительство, согласно внутренней жизни, которая в нас. Аминь. Знаете, лоза, как я сказал, что почему, интересно, Бог выбрал не кедр, например. Знаете, кедры, они такие мощные. Там, он бы сказал, я кедр, там, или там, я эвкалипт величественный. Почему Бог выбрал именно лозу? Это интересно, как бы, вот, ну, как бы момент такой. Если бы он сказал, я кедр или эвкалипт, мы бы сказали, Бог, он, ну, самое главное быть таким, ну, чтобы как бы внешне, это как бы такой вот красота внешняя или что-то такое впечатляющее. Но я заметил, что церковь, Бог сказал церкви, не бойся, малое стадо. Малое стадо, небольшое стадо. Потому что Бог благоволил дать вам царство. Аминь. И Исаия говорит, что Иисус, Он был, не имел ни вида, ни величия. Аминь. Знаете, кто-то, ну, как бы по преданию, что знаете, да, люди даже не узнали Иисуса. Многие люди не узнали Иисуса. Видать, Он был обыкновенный. Аминь. Он не был там в царском одеянии, там как бы, да. Он не родился в хоромах царских. Он родился в хлеву, и никто даже не понял, кто там родился вообще. Аминь. Знаете, в чем, почему лоза? Аминь. У лозы особо нет таких цветков, таких пышных, как розы, такие красивые. И из лозы, вот это вот, видите, оно как древесина непригодно. Из лозы не делают мебели. Знаете, самое важное качество лозы по сравнению там, с другими деревьями, может быть, это то, что оно дает жизнь. Аминь. Аминь. Бог есть жизнь. Аминь. Самое главное качество на то, что Бог хочет обратить наше внимание, что Он говорит, я есть им жизнь, я даю вам эту жизнь. Все, что нужно вам, это жизнь. Это не внешнее величие, там, не внешняя красота. Я даю вам жизнь. Аминь. Черпайте из меня вот эту жизнь. Аминь. Эта жизнь, она преобразит тебя. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, церковь — это не Вавилон, да? Церковь и не Вавилон. Вавилон — это что-то величественное, да? Помните, они хотели построить башню, такую большую башню до небес, да? Церковь, мы не строим башни, аминь. Да, мы строим церковь, и церковь — это даже не здание. Слава Богу за это чудесное просто место. Но церковь — это, можно сказать, Христос. Церковь — это продолжение Христа на самом деле. Аминь. Церковь — это мы с вами. Аминь. И причем то, что не просто наша плоть там или что. Церковь — это то, что мы усвоили внутри себя. Это то, что мы познаем Господа, и Он в нас. Аминь. Аллилуйя. Вот она церковь. Аминь. Можно сказать, что я наполовину церковь, наполовину не церковь. Потому что то, что внутри меня, оно там нехорошие вещи тоже есть. Вот здесь вот в сердце. Тут разные мысли витают. Плохие могут быть даже. Но это не церковь. Аминь. Церковь — это то, что я усвоил, драгоценное Слово Божье. Аминь. То, что я приобрел, это драгоценность. Аминь. И то, что стало частью меня. Аминь. Слава Господу. И церковь — это не Вавилон. Аминь. И Бог говорит, выйди из Вавилона. Выйди из этого, знаете, как бы внешнего, что ли, вот это вот
Знаете, у нас в человеческой плоти есть такое внешне как бы так приукрашивать, что ли, себя, но Бог говорит, не вот это. Аминь. Главное, чтобы ты от меня прилепился ко мне. И тогда мы приходим к следующему. Следующий я увидел аспект. Давайте следующий слайд сделаем. Ветвь. Скажите, ветвь. Мы приходим к нам с нами. Да? И он сказал, что я лоза, а вы ветки. Мы все ветки. Причем ветки, привитые к лозе. Аминь. Ветка, которая привилась к лозе. И я написал слияние. То есть знаете, ветку невозможно отделить от лозы. Как только ветку отделишь от лозы, она умрет. Почему? Потому что ветвь, она питается от лозы. Скажите, питается. Все, что нужно ветке, это лоза. Все, что нужно мне, это Господь Бог как жизнь. Аминь. Аминь. Я должен быть привит Богу. Аминь. От Бога я получаю все жизненные соки. Аминь. От Бога я получаю все. Все, что нуждается ветка, это не деньги, хотя все это нормально, но это не то, что нуждается ветка. Ветка нуждается только в лозе. Аминь. В лозе. Аминь. Все, в чем мы нуждаемся, это Господь Бог. Аминь. Знаете, дьявол часто путает людей, он ложные цели ставит. Да. Вот и разбогатей, и вот будет тебе счастье. И знаете, люди ищут денег, они некоторые богатеют, но им не хватает, еще больше, и больше. И, в конце концов, понимать, что, оказывается, не в деньгах дело. Аминь. Все, в чем нуждаемся мы, я и вы, это Господь Бог. Аминь. Вот настоящее желание нашего сердца. Аминь. Желание твоего сердца – это Господь Бог. Аминь. Я не пророк, чего ты хочешь? Больше всего ты хочешь Бога. Аминь. 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 Я нуждаюсь в Господе. Ветка должна быть привита к лозе. И знаете, такие понятия, как в нем, в Библии часто встречается в нем, да? В котором, с ним, часто встречаете? Аминь. Все это говорит о слиянии. Аминь. И знаете, нельзя сказать, что ветка – это что-то отдельное, а лоза отдельная. Это единый организм. Аминь. Мы с Богом единый организм. Представляете, как это получается? В другом месте Павел говорит, что он глава, а мы тело. Да? Глава и тело – это единый организм. Аминь. Глава без тела, оно не будет выражено. Аминь. Оно будет бесполезно. Аминь. И в то же время тело без главы – это все. Это смертное тело. Согласитесь, аминь. Тело, знаете, мое тело, вот сейчас, да, это выражение моего я, который я внутри. Аминь, который я сейчас мыслю, размышляю. Согласитесь, аминь. Мое тело, можно сказать, мое тело – это продолжение меня. Если бы не было моего тела, не было этих голосовых связок, я бы не смог бы выражать себя. И я бы стал бесполезным просто. Аминь. Вот точно так же Бог без тебя, Бог без нас, Он не может быть выражен. Аминь. Бог без церкви не может быть выражен. И поэтому слава Господу за церковь, слава Богу за все церкви здесь у нас в Якутске. Аминь. И ты, и каждый из нас – это веточка Божья. Аминь. Через которую Бог течет. Аминь. Знаете, Иисус, Он все для нас. Аминь. Все, в чем нуждаемся, это Он. Аминь. Хочешь радости?
Бог говорит, я твоя радость. Аминь. Ты думаешь, у меня радость будет, когда у меня там куча денег, миллионы рублей будет, вот тогда я буду радостным. Да, ты будешь радостным, но эта радость будет кратковременная. Она земная, мирская, она кратковременная. Она не даст тебе удовлетворения твоего сердца. Аминь. Если тебе нужен мир в сердце, нужен? Кому нужен мир? Бог говорит, я Иегова, шалом, твой мир. Аминь. Он наш мир. Аминь. Это настоящий, это не мир такой, что я антидепрессанты как бы вот пропил, и мне хорошо стало, или наркотики. Это все временное. Настоящий мир, он в твоем сердце. Аминь. Он сам Господь, Иегова Шалом. Элохим. Аминь. Элохим внутри тебя. Он дает мир, шалом. Аллилуйя. И знаете, когда я пришел в церковь, я начал быть активным, и в то же время я чувствовал, что-то не хватает. У меня пораженческая жизнь была. Я не мог как бы победить. И мы с братом одним дискутировали. И он меня всегда спрашивал, а как вот не грешить? Все равно я согрешаю. Ну что делать-то? Все. Я не мог ему как бы ответить как бы на этот вопрос. Но сейчас я понимаю. Я думаю, один из важных ответов – это быть слитым с Богом. Аминь. Если я слит с Ним, я черпаю от Него жизнь. Аминь. И вот эта жизнь, она побеждает все. Аминь. Все побеждает. Я заметил, когда я в Нем, я в Его Слове, Его Слово во мне, я побеждающей жизнью начинаю жить. Аминь. Куда проблемы исчезают, это что-то сверхъестественное. Аминь. Почему-то проблем меньше становится. Это что-то удивительное. Я сам себя даже иногда не узнаю. Как-то какое-то спокойствие есть. Аллилуйя. Аллилуйя. Как думаете, откуда все это идет? Это все идет от лозы, которая питает. И знаете, я скажу, ветки, вот вон растения еще есть, да? Вот эти ветки, они счастливые. Аминь. Они счастливые. Они нашли свое место. Они черпают вот эту жизнь. Аминь. Они в этом покое Божьем находятся. И вот эта жизнь течет. Аминь. Жизненные соки текут. Аминь. Кровь Иисуса Христа, как написано, она течет, если мы имеем общение друг с другом, кровь Иисуса Христа, она омывает. Аминь. Божественные элементы в нас проникают. Аминь. Что-то негатив уходит, аминь, что-то отрицательное. Кровь, она имеет два свойства, да, она питает, и одновременно она нас очищает. Она убивает все болезненные микробы и вирусы. Аминь. Аминь. Знаете, в нашей духовной жизни полно всяких микробов и вирусов. Прибудь в Нем. Прибудь в Нем. И тогда Его божественная кровь, она будет циркулировать. Это божественное общение, оно будет в тебе. Аминь. Это невидимый поток, который внутри тебя, невидимое общение внутри тебя. Аминь. Аминь. Знаете, ты за рулем. Знаете, вот я часто замечаю, когда за рулем, вот какое-то общение идет. Когда мы ехали в Вилюйск, классное время было. Мы так весело общались. Аллилуйя. Потом так сон, я как бы в полусне такой, и какое-то общение идет внутреннее. Аминь. Вот это, знаете, сейчас это главное, что должно тебя беспокоить. Аминь. Это главное, о чем ты должен заботиться. У тебя должно быть непрестанное общение. Вот о чем нужно заботиться. Забота не о том, где что-то заработать, где-то что-то сделать. Знаете, мы зациклены на делах часто, христиане. Мы зациклены. Но главная твоя забота – это ты должен поддерживать вот это внутреннее общение в духе. Аминь. Это внутренний поток. Он должен внутри тебя постоянно. Ты должен об этом заботиться. Иногда этот поток прерывается. Прерывается, когда ты нагрубил сестре, например, там.
ты вдруг резко там что-то сказал, и внутри тебя хопс, и Бог тебе говорит, ты что сделал? За то, что ты это сделал, я прерываю вот это общение. И ты чувствуешь, ты как ветвь начинаешь высыхать, потому что ты отделился. И до тех пор, пока ты не покаешься, общение, оно не это. Об этом говорит вот эта притча, она говорит, что всякую ветвь, которая не приносит плод, Отец отсекает. Тут не говорится, конечно, о том, что все, вот ты потерял свою вечную жизнь. Там, да? Нет, это притча о том, как мы должны наслаждаться Господом, как мы должны черпать от Него. Аминь. Черпать вот эту жизнь, божественную жизнь. Аминь. И мы должны постоянно в этом пребывать. Но как только если мы согрешили, мы должны каяться, да? Мы должны применить кровь Иисуса Христа, и кровь Иисуса Христа, она омывает нас от всякого греха. Аминь. И тогда общение что? Восстанавливается. Общение восстанавливается. И если ты будешь пребывать так постоянно, ты начнешь приносить плод. Аллилуйя. Самое чудесное. Давайте дальше пойдем. Дальше пойдем. Пребывание. Пребывание, плодоношение. Аллилуйя. Знаете, я бы сказал, что слово «пребывание» — это один из ключевых понятий вообще в Новом Завете. Одно из самых важных ключевых понятий. Почему я так говорю? Потому что Иисус сказал об этом. Давайте посмотрим Иоанна 8 глава, 31 стих. Иоанна 8, 31. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Аминь. Если вы пребудете в Слове, если мы пребываем в Слове Божьем, пребываем, то вы истинно Мои ученики. Если ты в Слове пребываешь, ты ученик Иисуса Христа. Если ты не пребываешь в Слове, ты не ученик Иисуса Христа, ты просто прихожанин, просто делающий вид христианина. Знаете, очень много, знаете, вот спроси почти любого, ты веришь в Бога? Да, я верю там. Ты веришь в Иисуса Христа? Даже может сказать, да, я верю. А ты Библию читаешь? Да, я как-то некогда, как-то я не читаю. Можно сказать, что человек не пребывает просто в Слове. А если человек не пребывает в Слове, он не на лозе получается. Аминь. Аминь. Но нам нужно пребывать. Пребывать – это быть постоянно. Это знаете, сейчас собрание закончится, мы пойдем по домам, у каждого из нас. Мы в доме своем пребываем. Аминь. Мы в доме живем своем. Аминь. Аминь. Аминь или не аминь? Мы же не живем там на работе своей. Аминь. Мы же не живем, в церкви мы же не живем, имеется в виду в этом здании, правильно? Мы сюда приходим, мы слушаем Слово Божье, аминь. Но пребываем-то мы в доме, аминь. Дом, наш родной дом, это и есть место там, где мы пребываем. Духовно Бог говорит, ты пребудь во мне, Он есть наш дом. Аминь. И написано, что пребудьте во мне, да? И тогда я буду пребывать в вас. Наше дело пребывать в Нем. Если мы пребываем в Нем, то тогда Он в нас пребудет. Аминь. Мы должны заботиться о том, чтобы постоянно пребывать в Боге. Аллилуйя. Аллилуйя. Я и Бог взаимопребываем, пребываем. Это вместе, вместе, вместе. Аминь. Это что-то единое, это что-то одно, да? Аминь. Я в Нем, Он во мне, и тогда мы единый организм. Аминь. Слава Господу. И когда мы начинаем пребывать, что происходит? Мы начинаем приносить плод. Давайте дальше посмотрим. Аллилуйя. Аллилуйя. Следующий слайд сделаем. Все закончилось, да? Смотрите, какой чудесный виноград, да? Какой чудесный виноград. Этот виноград – результат того, что ветка была в нем постоянно была в Боге. От этой лозы, аминь, божественная эта жизнь произвела
плод виноградный. Аминь. Можно сказать, что этот плод — это есть выражение божественной жизни. Аминь. Богатство божественной жизни. Аминь. И Бог хочет от каждого из нас. Аминь. Вот этот плод. Аминь. Твой плод — это результат твоего пребывания в нем, и это богатство божественной жизни, оно должно теперь выражаться через тебя. Аминь. Через твои глаза, через твои уста. Аминь. Через твои руки. Аминь. Слава Господу. Не старайтесь принести плод. Это чудесно, что у вас есть желание служить. Ну, вероятно, вы уже возросли до такого состояния, когда уже что-то хочется делать, хочется служить. Аминь. Почему ты хочешь служить? Я верю, что Господь подталкивает тебя изнутри. Аминь. Это выражение, это изливание уже от избытка твоего сердца ты начинаешь говорить, от избытка своего сердца ты хочешь служить. Аминь. Как только мне брат Александр сказал, давай поедем, что-то внутри меня, давай поедем, классно, поехали, это было чудесно. Аминь. Но если бы я не пребывал в нем, я бы был пустым, и мне бы почему-то не хотелось бы. Аминь. Потому что, что отдавать, как бы, да? Но ты отдаешь то, что имеешь. Аминь. То, что ты имеешь, отдаю. Как Иисус говорил, даром получили, даром давайте. Аминь. Что-то мы имеем. Каждый из нас что-то имеет. Но нам нужно возрастать. Аминь. Знаете, это смысл жизни. Аминь. Смысл и философский вопрос. В чем смысл жизни? Деньги. Деньги – это не смысл жизни, это цель просто. Семья тоже не смысл жизни, это цель просто, обыкновенная цель. Карьера, карьера хорошо, конечно, понимаю, но это просто цель. Хватит жить целями. Смысл жизни – это принести плод. Аминь. Бог, оно проистекает от Бога. Аминь. Вообще-то не мы что-то делаем, да? Бог через нас делает. Его божественная цель. Знаете, Бог, в Ефесянам Павел говорил, домостроительство, да? Домостроительство благодати, да. То есть Бог Отец изначально все запланировал. Нам нужно просто войти в этот план. Аминь. Мы проводники, мы ветвь, которая приносит этот плод. Ефесянам 2... Аллилуйя. Бытие 1.26, да? Там нету, да? Бытие 1.26, там написано, что Бог сотворил человека по образу и подобию Бога, да? Посмотрим, да, сейчас. И сказал Бог, сотворим человека по образу своему, и по подобию нашему, по образу нашему, и да владычествует над рыбами морскими, там, да, и так далее. То есть вот она, подобие, образ Бога. Вот, скажите, я образ Бога, я подобие Бога. Аминь. И как ветвь, она приносит плод, вот точно так же ты должен быть отражением Бога. Аминь. Ты должен быть, когда ты говоришь, Бог говорит. Аминь. Когда ты молишься, Бог молится через тебя. Аминь. И когда Бог молится через тебя, это не что-то маленькое. Аминь. Аминь. Когда ты проповедуешь кому-нибудь, Бог через твои уста начинает что-то в жизни человека творить. Что-то великое. Аминь. Аминь. Ефесянам 2.10. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисуса на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Аминь. Бог предназначил нам исполнять добрые дела. Аминь. И дело не в самих добрых делах. Это в то, что Бог говорит, давай, начинай плодоносить. Аминь. Пусть будет плод через тебя. Пусть начнут проявляться добрые дела через тебя. Аминь.
И здесь не что-то такое этическое, такое нравственное учение. Нет, нет, нет. Христианство это мало с чем с этикой может связано. Христианство больше связано с тем, что Бог как жизнь начинает через тебя проявляться. Аминь. Аминь. Это выражение твоей внутренней жизни с Ним. Аминь. Слава Господу. Выражение божественной жизни через тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Чудесно. Аллилуйя. Аминь. Вот для чего. Знаете, вот это вот слово творение, оно в оригинале там слово поэма. В оригинале поэма. Знаете, или по-нашему, можно сказать, шедевр. Знаете, это вот ты шедевр Божий. Ты шедевр. Что-то драгоценность настоящая. Аминь. Через тебя Бог хочет сиять, как бы. Аминь. Драгоценность. Ты драгоценность Божья. Бог нашел тебя. Знаете, в притче там богач, он нашел жемчужину и все продал. Лишь бы и поле купил, лишь бы вот эту жемчужину приобрести. Это Иисус Христос, богач. Он богатый. Наш Бог, Он великий и богатый. Он все отдал ради тебя. Аминь. Чтобы приобрести тебя. Аминь. И ты драгоценность. Мы Его творение, созданы в Нем, во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Аллилуйя. Давайте встанем, помолимся. Господь, благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Иисус, аллилуйя. Аллилуйя. Господь, просто Ты все для нас, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы все, в чем нуждаемся, это Ты, Господь. Аллилуйя. От Тебя мы черпаем все, Господь. Аллилуйя. Свою радость, Господь. Свой покой, Господь. Аллилуйя. О, аллилуйя. Аллилуйя, Господь. О, просто наполняй, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Пусть Твои божественные, Господь, элементы, Господь, внедряются в нас, Господь. Аллилуйя. И мы тогда преобразуемся, Господь, в Твой образ и подобие, Господь. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Отец. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Пусть будет преобразование нашего ума, Господь. Аллилуйя. О, пусть старое, оно уходит, Господь. Новое приходит, Господь. Аллилуйя. Что-то божественное, Господь. Не что-то хорошее, Господь. Что-то божественное, Господь. О, будет в нас, Господь. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа, через Слово Твое, Господь. Через Слово Твое, Господь. Аллилуйя. О, аллилуйя. И благодать Иисуса Христа, Господь, и любовь Бога Отца, Господь, и общение Духа со всеми нами. И все сказали аминь. Давайте на некоторое время присядем. Я хочу призвать, вот кто сегодня в первый раз, может быть, и вы еще не примирялись с Богом, не примирялись с Богом. Знаете, написано, что Иисус, Он умер на кресте ради того, чтобы подъять наши грехи, написано. И написано, что все мы согрешили. Каждый человек, он согрешил и лишен славы Божьей. Но Иисус Христос, Он пришел, Он умер и воскрес на третий день, чтобы мы теперь соединились с Ним. Да, мы были во грехах, и поэтому мы были отделенные от источника, от самой жизни мы были отделенные. Но слава Богу, через Иисуса Христа теперь мы можем иметь вот эту божественную жизнь, примириться с Богом. Аминь. И тогда у меня такой вопрос. Вот вы хотите, кто еще не примирен с Богом, кто хочет примириться с Богом, кто хочет принять спасение, просто поднимите руки. Поднимите руки. Кто здесь? Слава Господу. Я вижу, еще есть, кто хочет принять Его спасение. Аллилуйя, аллилуйя. Ну тогда давайте все встанем. Тогда вы можете сюда подойти? Мы помолимся. Не бойтесь, не бойтесь. Вас как звать? Как? Марина. Очень приятно. Марина, смотрите, что нужно для спасения? Вот послание Римлянам говорит, вера нужна первая. Верите в Иисуса Христа? Думаете, да, верите. Смотрите, и исповедовать устами. Это мы сейчас
вместе помолимся, да? Все вместе помолимся, и вы просто повторяйте, хорошо? Эта молитва будет. Повторяйте. Мы делаем это перед Господом. Бог все видит, все слышит. Можете закрыть глаза. Давайте все вместе так помолимся. Скажем там: Господь Иисус, я верю, что Ты пришел на эту землю ради меня, и Ты умер за меня, и пролил свою драгоценную кровь для прощения моих грехов. И Ты воскрес на третий день. Иисус Христос, прости мои грехи, очисти меня и войди в мое сердце. Я принимаю Тебя как Господа и Спасителя. Я провозглашаю, что Иисус Христос мой Господь с этого дня и во веки веков. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Вас как звать? Рима. Здорово. Слава Господу. Вот смотрите. Вот, братья и сестры, да, приходите здесь постоянно в воскресенье в 11 часов собрания. Что обычно христианин делает? Пребывает в Слове, как я сегодня. И вам сейчас вручат подарки. И прибудьте в молитве также. Молитва — это просто разговор с Богом. Вы разговариваете с Богом. Вы говорите: Господь, у меня вот такие вопросы, я не могу понять. И вы начинаете общаться с Ним. Хорошо? Прибудьте в молитве, прибудьте в Слове и прибудьте в общении братьев и сестер. Хорошо? Слава Господу. Слава Богу. Давайте все вместе помолимся. Аллилуйя. Помолимся за вас. Господь, просто благослови, Господь. Аллилуйя. О, аллилуйя. Во имя Иисуса Христа, Господь, за Твоих детей, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя. Пусть Твоя благодать, Господь, будет благословение на них, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Пусть Ты, Господь, Ты защита для них, Господь. Аллилуйя. Прибежище, Господь. Бог мой, на которого мы все уповаем, Господь. Аллилуйя. Благослови, Господь. Аллилуйя. Пусть открывается Слово Твое, Господь, живым образом, Господь, во имя Иисуса. Пусть будет дух премудрости и откровения, Господь. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Слава Господу. Ну все тогда. Пусть Господь вас благословит. Аллилуйя. Так, что-то я хотел. Ну все. Слава Господу. Слава Господу, спасибо большое. Сава Савич, спасибо за слово. Драгоценное, мы молились сегодня за нужды. Я верю, что мы все отдали Господу, Он ответит. Но у нас есть сегодня особенная нужда. И мы молились за эту нужду в отдельности. Но я бы хотела, чтобы мы как церковь все вместе согласились, помолились. А нужда в том, что у нашей сестрички Оксаны муж должен поехать на операцию в Москву. Операция очень серьезная, но Бог уже приготовил замечательного хирурга, самого лучшего, которого возможно в этой области, но нету билетов. Мы живем не рядом, нету билетов. Поэтому я хочу сейчас, чтобы мы все вместе согласились, и билеты были. Нету билетов еще? Уже есть билеты? Есть? Слава Господу! Мы только вчера молились. Тогда нужно выходить и свидетельствовать, потому что это чудо, билета вчера не было. Я на коленях вчера стояла, молилась вместе с Оксаной, чтобы эти билеты были. Тогда мы вместе помолимся за исцеление. За исцеление. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты уже все усмотрел. Господи, и даже сверхъестественно дал эти билеты. Так быстро Ты отвечаешь, Господь. Все устройство от Тебя, Господь. Ты дал благодать. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы руки этого хирурга, они были водимы Тобой, Господи. Чтобы просто ювелирно была сделана эта операция. Во имя Иисуса Христа, чтобы пришло полное исцеление и восстановление. Во славу Твою, Господи. Потому что это возможно только с Тобой. Ты Бог чудотворец. Сотвори это чудо исцеления. Господи, мы благословляем сейчас Андрея Твоим миром, Господь. Твоим миром, Твоей благодатью, Твоей милостью. И возьми, Господь, просто его, как сына своего в свою утробу, Господь. Просто
просто покрой своей милостью, Господи, чтобы эта ситуация, она была под Твоим контролем, и чтобы пришла истинная победа во имя Иисуса Христа. Господь, мы молились об этом, мы верим, и мы благодарим Тебя за такой же чудесный ответ, как с билетами. Вся слава да будет Тебе. Аминь. Аминь, драгоценная. Тогда вниз спускайся, да? Можете теперь общаться, потому что это очень важно, когда мы общаемся. На этом наша основная часть как бы закончена. Что? Прославляем, ну, естественно, прославим Господа. Ты виноградная лоза, очисть мой сон, я ведь твоя. Ты виноградарь мой благой, очисть меня своей рукой. Дай пребывать в тебе одно, как пребываешь ты во мне. Дай мне гореть святым огнем, дай больше жажды по тебе. Ожги меня своим огнем, дай пребывать в тебе, мой Бог, дай пребывать в тебе одно. Зажги меня своим огнем, дай пребывать в тебе, мой Бог, дай пребывать в тебе одно, мой Бог. Зажги на жизнь мою, чтоб стал я чище и светлей. Излей свой свет, тебя молю, наполни истиной своей. Сияй, Господь, через меня лучами милости своей. Ты виноградная лоза, я ведь твоя среди ветвей. Зажги меня своим огнем, дай пребывать в тебе, мой Бог, дай пребывать в тебе одно. Зажги меня своим огнем, дай пребывать в тебе, мой Бог, дай пребывать в тебе одном. Зажги меня своим огнем, дай пребывать в тебе, мой Бог, дай пребывать в тебе одном. Зажги меня своим огнем, дай пребывать в тебе, мой Бог, дай пребывать в тебе огнем, мой Бог. Воздай, аллилуйя, Господу воскликни, аллилуйя. Победил он грех, и потому ликую. Победил он смерть, и спас меня. Я буду славить, славить, славить тебя. Я буду славить, славить, славить тебя. Я буду славить, славить, славить тебя. Мой Господь, моя защита, крепость моя.
мой Господь, моя защита. Крепость моя. Господу хвалу воздай, аллилуйя, Господу воскликни, аллилуйя. Победил он грех, и потому ликую. Победил он смерть, и спас меня. Я буду славить, славить, славить тебя. Я буду славить, славить, славить тебя. Я буду славить, славить, славить тебя. Мой Господь, моя защита, крепость моя. Мой Господь, моя защита. Крепость моя. Меня нашел, когда я был потерян, возлюбил меня, когда в тебя не верил, отныне я твоя душа. Твоя любовь хранит меня. Я буду славить, славить, славить тебя. Я буду славить, славить, славить тебя. Я буду славить, славить, славить тебя. Мой Господь, моя защита, крепость моя. Я буду славить, славить, славить тебя. Я буду славить, славить, славить тебя. Я буду славить, славить, славить тебя. Мой Господь, моя защита, крепость моя. Мой Господь, моя защита, крепость моя. Мой Господь, моя защита, крепость моя. Да-да-да, мой Господь, моя защита. Крепость моя, крепость моя, Господь.